Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана совершил рабочий визит в Россию. Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с ходом строительства Международного научно-клинического центра онкологии. Президент Туркменистана выразил соболезнования главе Азербайджана и другие новости. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил возводимый в северной части Ашхабада Международный научно-клинический центр онкологии. Здесь председателю Халк Маслихаты Туркменистана были продемонстрированы проекты объектов нового комплекса здравоохранения, чертежи их расположения и особенности его оборудования. 25 декабря президент Сердар Бердымухамедов отбыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию в целях участия в неформальном саммите глав государств СНГ. В ходе саммита президент России Владимир Путин пригласил глав государств СНГ принять участие в предстоящих в следующем году в Москве торжествах по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. По завершении программы рабочего визита в Российскую Федерацию президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов проследовал в международный аэропорт Пулково города Санкт-Петербург, откуда отбыл на родину. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета Азербайджан Airlines близ казахстанского Актау. От имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал слова сопереживания и поддержки в этот трудный момент родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Президент Сердар Бердымухамедов направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания Майи Санду по случаю ее вступления в должность президента Республики Молдова. Глава государства выразил Майи Санду искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также больших успехов на высоком государственном посту во имя развития и процветания дружественной страны. Сборник избранных произведений Махтумкули Фраги издан на китайском языке, а презентация сборника прошла в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана. В мероприятии приняли участие главы и представители дипломатических миссий, представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, руководители дипломатических представительств и консульских учреждений Туркменистана за рубежом, профессорско-преподавательский состав и студенты института, а также представители СМИ. 25 декабря в Ашхабаде в спортивном комплексе по зимним видам спорта выступил с новогодним концертом известный турецкий певец и актер Мурат Боз. Это его второе выступление в Туркменистане после 11-летнего перерыва. Впервые он выступал здесь в 2013 году на праздничном концерте по случаю 18-летия нейтралитета Туркменистана. Как мы и сообщали ранее, новогодние праздничные концерты, проходящие в Ашхабаде с участием известных звезд эстрады зарубежных стран, продолжатся до 28 декабря. Впереди выступления таких певцов, как Амани Свиси, Арсен Шахунс и Гюльшен Байрактар. Президент США Джо Байден утвердил законодательную инициативу о присвоении белоголовому орлану статуса национальной птицы США. Белоголовый орлан уже более 250 лет считается символом мощи Соединенных Штатов. Его изображение впервые было использовано на большой печати США в 1782 году. Белоголовый орлан является уникальным представителем фауны Северной Америки. В отличие от других орлов, эта птица предпочитает селиться вблизи морских побережий и крупных водоемов, где охотятся преимущественно на рыбу. Лондонский комитет по охране окружающей среды выставил штраф в 1000 фунтов стерлингов 5-летнему ребенку. Причиной стал найденный на улице фрагмент упаковки с именем девочки. Представители городской экологической службы связались с отцом ребенка, утверждая, что девочка нарушила правила утилизации отходов. При этом никто из местных жителей или сотрудников службы не был свидетелем предполагаемого нарушения. Ситуация разрешилась только после вмешательства члена городского совета Стивена Хикмана, который раскритиковал практику штрафования детей. В свое оправдание экологическая служба заявила, что не располагала информацией о возрасте предполагаемой нарушительницы. В итоге штраф был отменен. Туркменский спортсмен Сулейман Худайбердиев стал обладателем золотой и серебряной медалей на международном турнире по теннису среди спортсменов до 14 лет в Джиде. На церемонии награждения медали Сулейману вручил один из величайших теннисистов современности Рафаэль Надаль. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.